Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Юридические риски бизнеса. Предприниматели города ежедневно сталкиваются с вопросами, касающимися юридической защиты и обновления законодательной базы. В Канашской районной администрации бизнес-сообщества города обсудили тонкости ведения дел. Об этом Антоний Николаев. Согласно опросам Всероссийского центра исследования общественного мнения, 71% предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные. На подобной оценке сказывается множество факторов. Порой предприниматели совершают ошибки, которые приводят их к провалу, самый распространенный из которых является отсутствие мониторинга действующего рынка перед развертыванием собственной деятельности. Однако все же во многих случаях первоочередной причиной провала бизнеса считается незнание законодательной базы, ведь именно она регламентирует все аспекты предпринимательства, от открытия дела до уплаты налогов с прибыли. В целях повышения юридической грамотности у городских и не только предпринимателей в актовом зале Канашской районной администрации состоялся семинар по теме «Юридические риски бизнеса». Как известно, одно дело получать прибыль, другое дело делать это правильно, соблюдать требования закона. Как показывает практика, очень много недопонимания со стороны предпринимателей и, соответственно, нарушений закона возникает. Также у начинающих предпринимателей возникает страх того, что будет какая-то ошибка, будет проверка со стороны госорганов. Соответственно, мы развиваем эти страхи, сомнения и учим предпринимателей быть более уверенными и законно вести бизнес. Ищущий найдет, хотящий возымеет. Перефразируя слова бизнес-тренера, если вы видите пустующую нишу и чувствуете в себе силы заполнить ее, ощущаете и слышите своего потенциального клиента, то не торопитесь, внимательно ознакомьтесь с законодательными актами, лицензиями, порядком налогообложения. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Народ идет в бизнес, есть динамика положительная, то есть об этом говорит и статистика Минэкономразвития, и Росстата, то есть новые организации открываются, регистрируются новые индивидуальные предприятия, но, к сожалению, много и закрывается. Несмотря на разработку властями мер, стимулирующих рост малого и среднего предпринимательства, таких как, в частности, различные системы налогообложения, грантов, субсидий, положение энтузиастов, открывающих ИП, остается тяжелым. Принцип «у соседа пошло, значит и у меня пойдет» в длительной перспективе не работает, а инфантильный подход к законодательным актам, как к беллетристике, приводит к закрытию статуса ИП, а то и банкротству. С пожеланиями наибольшей маржи для вести недели, Антоний Николаев. День матери продолжили отмечать в городе и на этой неделе. В детской музыкальной школе состоялся семейный концерт, где впервые выступал ансамбль отцов. Ансамбль «Пап» и начал семейный концерт. Ни один из отцов не профессиональный музыкант, но они учатся музыке вместе со своими детьми. На сегодняшнем празднике они старались особенно. Тот праздник, который отмечала на этой неделе наша страна, затронул сердце каждого человека. Он касается каждого, потому что по-другому быть не может. День матери отмечала наша страна в прошедшее воскресенье. Я надеюсь, и вы тоже, да? В нашей школе учатся почти 400 детей. И вот почти 400 мам сегодня должны вместе с нами отмечать этот праздник. Но, конечно, работа и не всегда позволяет всем присутствовать в зале, поэтому с удовольствием поприветствуем сейчас и будем приветствовать в течение нашего концерта всех мам, которые сегодня в нашем зале. Весь вечер сегодня звучали семейные ансамбли. Братья, сестры, мамы, папы, бабушки и дедушки выступали вместе. Смелый ансамбль «Пап» составили Игорь Бойчук, Константин Андреев, Владимир Тихонов, Руслан Сахмантиев, Олег Орлов. Со своими детьми, конечно же, пели и мамы. Не всегда нам удается сыграть вместе, но в те редкие минуты, когда мы собираемся и играем, что-то получается. В этом году мы впервые играем трио на гитарах. В прошлом году у нас был дуэт с дочкой. Дочка аккомпанировала, я рассказывала стихи. Потом у нас еще было наше выступление на концерте ко дню семьи, любви и верности. Мы рассказывали стихи втроем. А вот сегодня уже мы в таком составе исполнили музыкальную композицию.
Ежегодно в музыкальной школе выступает большой семейный ансамбль Тихоновых-Орловых, в котором 9 человек. Этот семейный ансамбль состоит из 3 поколений. Среди этих дуэтов есть такие сочетания, как скрипка и фортепиано, балалайка и гитара. Разные сочетания инструментов мы видели за эти годы на нашей сцене. Но самые интересные дуэты – это сочетание родитель и ребенок. Так бывает часто, что мамы или папы, не имевшие отношения к музыке до того времени, как привели ребенка к нам, стали играть на инструменте. Они осваивают инструмент в процессе, и это получается пусть не очень хорошо, но так трогательно. И нам очень нравится, когда мы видим на сцене дуэты родителей и ребенок. Живой звук, живое исполнение. Семья Орловых уже несколько лет участвует в концерте, где семьи показывают пример дружбы и сплоченности. В нашей семье есть добрая традиция. Каждый год на День мамы мы собираемся всей семьей, разучиваем музыкальный номер и принимаем участие в концерте, который устраивает детская музыкальная школа. Наша семья музыкальная, но не все из нас профессиональные музыканты. Например, моя мама, она педагог детской музыкальной школы, а я и 2 моих брата просто учились здесь. Наши детки учатся здесь и с удовольствием посещают занятия. И наши супруги поддержали нашу идею и тоже приняли участие в семейном ансамбле. Знаете, это так здорово, когда рядом с тобой родное плечо, мы играем одну мелодию, мы слушаем друг друга, слышим. Это замечательная возможность побыть рядом со своими родителями и со своими детками. Поздравляю всех мам с праздником, берегите своих мам и будьте с ними рядом. Олеся Григорьева, Константин Садюров, Елена Бладцева, музыкальная школа. День людей с ограниченными возможностями. В начале декабря канашцы проводят спортивные встречи, общаются и делятся новостями из своей жизни. На днях они съездили на праздник в Чебоксары. Ну а в Канаше встретились в ДЮСШ «Локомотив». День инвалидов отмечается ежегодно 3 декабря. Но этих активных людей не называют инвалидами. Они – люди с неограниченными возможностями. Работают, участвуют в общественной жизни города, являются помощниками дома, помогают животным. С праздником от лица главы администрации города Канаша Виталия Михайлова горожан поздравила заместитель Валентина Дмитриева. Настоящий праздник устроили школьники города. Танцы и песни, музыка поднимали настроение. К сожалению, люди с ограниченными возможностями испытывают неудобства при передвижении. Об этом нам рассказала председатель общества инвалидов Татьяна Николаева. Безбарьерная среда, у нас очень много недостатков. Не все хотят делать пандусы по правилам. Делают пандусы железные, кладут железные рельсы, как говорится. И для инвалидов это очень неудобно. И стараемся мы с этим бороться. Рейды проводим частенько, это с прокуратурой проводим рейды. Да, вот и с нашими инвалидами заставляем самих прокатиться на этих пандусах, подняться. Но еще ни один руководитель не поднялся. Хорошие магазины, которые большие, специализированные, у них пандусы соответствуют размерам. Теннис, дартс, шашки и шахматы. Им есть что показать и на что посмотреть. Они занимают призовые места не только на городском, но и на республиканском уровне. Победители получили призы и подарки, медали и почетные грамоты. Встреча завершилась общим фото. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Бладцева, «Локомотив».
Гипермаркет низких цен «Светофор» радует своих покупателей не только выгодными ценами на товары, но и в свой день рождения раздает подарки. Более 20 ценных призов нашли своих хозяев, рассказывает Ирина Константинова. Более сотни участников собрал «Светофор» в свой день рождения. Харизматичные ведущие и веселая музыка с самого начала задали праздничный тон. К розыгрышу призов канашцы и гости города подготовились как следует. Многие пришли с семьями, тем более, что детей здесь встречали сладкими угощениями. Для участия в розыгрыше в течение года необходимо было совершить покупку на сумму 3000 рублей в чеке и подписанный купон оставить в специальном ящике до момента розыгрыша. Я приветствую вас, уважаемые наши гости. Большая честь видеть вас сегодня на нашем празднике. В честь дня рождения, в качестве благодарности, магазин «Светофор» разыгрывает ценные призы сегодня. Главный приз у нас холодильник. Также я вас всех поздравляю с первым днем зимы, с наступающим Новым годом, чтобы у вас появилось новогоднее настроение. На сегодняшний день «Светофор» широко разветвленная сеть. Успешно работают магазины как в странах ближнего зарубежья, так и во Вьетнаме, Китае и Германии. К новым осваиваемым странам относятся Швейцария, Франция, Испания, Бельгия, США и многие другие. Уже по доброй традиции каждый праздник «Светофора» проходит с большим размахом. Купоны переложены в импровизируемый мешок Деда Мороза и стартовал розыгрыш. Сладкие подарки, утюги, чайники, одеяла и подушки быстро нашли своих новых хозяев. Микроволновая печь досталась жительнице деревни Дивлизерова Канашского района. «Светофор-магазин». Очень добрые работники работают. Мне очень нравится сюда. Я частенько захожу, девочки. Да, мы всегда будем рады вас видеть в этом замечательном магазине «Светофор». Ну и поздравляем! И собирайте микроволновую печь! Ура! Танец! Опа! Везется! А вот телевизор уехал в Выбресинский район. Замечательный телевизор. Приглашайте друга. Смотреть фильмы. Честно говоря, даже не ожидал. Друг почему-то сказал, телевизор выиграем, и говорит, домой поедем. А так и получилось. Часто закупаете здесь? Как, бывает частенько, 2-3 месяца, наверное, раз приезжаем. Дальнейшего процветания и, чтобы магазины развивались, нам все равно приятно приезжать, покупать, когда и цена устраивает, и товары тоже нормальные, На празднике были и те, кому фортуна улыбалась не единожды. Галина Совина оформила 4 купона, 2 из которых сегодня и сыграли. Выиграла сегодня 2 приза. Мне очень нравится. Частенько хожу сюда. Почти каждый день. Ну вот уж кому сегодня повезло по-крупному, так это семья Ларионовых. Именно они из 3 претендентов стали обладателями новенького холодильника. Как признается глава большой семьи, холодильник был просто необходим, так как у них большая семья, 5 детей и уже 7 внуков. Мы никогда не выигрывали такой приз. Вообще, когда бывало такое в газете, мы когда выписываем, там какие-то маленькие призы получали, а такого приза мы хотя везде играли. Вот сейчас «Планету» открывалась, тоже мы там купили. А здесь мы в «Светофоре» постоянно бываем. Мы пенсионеры, как пенсии получаем, сразу затаримся на неделю, а обратно потом, как кончается, и сразу холодильник. Вот как раз нам сейчас холодильники понадобилось, чтобы побольше купить и положить. Большое спасибо «Светофору». Спасибо. Я надеялась, последний шанс. Вдруг моя дочка это вытащит билет. Судя по географии проживания сегодняшних победителей, можно смело судить, что гипермаркет низких цен «Светофор» полюбили не только канашцы, но и жители соседних районов. В честь дня рождения «Светофора» мы разыграли более 20 ценных призов. Также разыграли главный приз – холодильник. Принимали участие жители Канаша, Канашского района и других районов Чувашской республики. Благодарим за плодотворное сотрудничество всех покупателей. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Блацова. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.